На складе русской гуманитарной миссии многолюдно. Волонтеры собирают очередную партию продовольственных наборов для Луганской Народной Республики. Всего 500 таких коробок. В каждой макароны, консервы, бублики, соль, масло, крупы, туалетная бумага, средства личной гигиены. По расчетам специалистов, такого пайка должно хватить на семью из 4 человек примерно на 4 дня. Причем людям, которые живут в зоне боевых действий, везут не только продукты. Последний выезд в Волноваху показал, что не только продукты нужны горелки, нужны фонарики, батарейки, сухой спирт. И, как еще показал опрос, элементарно нужна пленка и строительные степлеры, чтобы заделывать окна. В этом очень нуждается. Естественно, мы это тоже закупаем. В настоящий момент наши сотрудники в Ростове формируют, закупают. Тысячи людей остаются в разрушенных городах и селах Луганской и Донецкой народных республик. Несмотря на угрозу жизни и разрушенную инфраструктуру, они остаются, чтобы сохранить свои дома. Другие не могут передвигаться из-за здоровья, третьим просто некуда идти. И для них такие гуманитарные миссии – единственный источник для выживания. Конкретно эта партия продуктов – помощь от Якутии. Жители нашей республики не остаются в стороне от чужого горя. Кроме того, мы планируем, что официальная делегация нашего правительства в скором времени должна поехать в Донецк для того, чтобы определить более конкретно, какую помощь республика могла бы оказать в строительстве мирной жизни в Донецкой Народной Республике. И в республике создан штаб специально по оказанию гуманитарной помощи. Помогать волонтерам собирать гуманитарный конвой пришли и студенты-якутяне, которые учатся в Москве. В итоге они должны сформировать наборы общим весом в 7 тонн. Грузовики из Москвы поедут на распределительный пункт в Ростове-на-Дону, а оттуда уже будут отправлены в ЛНР. На все это должно уйти 3 дня. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.